Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И с вами, как всегда, я, Руслан Шарафудинов. Сегодня у меня в гостях телерадиоведущий, популярный шоумен Айваз Садыров. Встречаем! Салям, Айваз! Привет, салям. Добрый день, доброе утро, добрый вечер, дорогие телезрители. Айваз Садыров – шоумен, теле- и радиоведущий. Родился в Казани, окончил Арский педагогический колледж, факультет иностранных языков. В настоящее время студент факультета журналистики и социологии Казанского федерального университета. Айваз – ведущий программ «Уян Татар», «Тубатай», «Бюрелер Блянбию» на радиостанции «Татар Радиосе», а также программ «Татар Музыкаль Авангард» и хит-парада «Музыкаль Каймак» на телеканалах ТНВ и ТМТВ. Сценарист, автор проектов, диджей. С 2012 года Айваз Садыров является ведущим международного эстрадного фестиваля «Татаржира». Как ты просил, я принес пакет 40 на 50. Но Кстати, скоро Новый год, я смотрю, елочки здесь. В пакете есть кое-что. Ты у нас известен как лучший ведущий, лучший кулинар нашей республики. Но в то же время, как успел заметить, обладатель самой лучшей прически. Поэтому я решил немного пофантазировать на эту тему. И предлагаю представить телезрителям и тебе, как же Руслан выглядел с шевелюрой. Давай я даже вот так вот немножко поставлю. Так, Руслан Шарафудинов после пересадки волос. Вот так это должно быть, да? Да. Айваз, но это один из самых лучших подарков, на самом деле, которые дарили мне в этой программе. Здесь только остается поаплодировать, сказать: Рахмет, молодец. Спасибо. Пакет можно я тоже заберу? Это тоже тебе. Подарок у тебя получился на 100%. Надеюсь, и рецепт, который ты сегодня нам расскажешь, тоже на 100%. А сегодня я решил привезти, даже не принести, привезти блюдо под названием мясо по-арски. Орша итыклары есть, орша кишляры есть, орша иты. Еще есть орша кызлары. Орша кызлары, Ну, об этом попозже поговорим. Попозже я даже познакомлюсь с некоторыми. Ингредиенты главные, это, конечно же, мясо. Мясо, говядина. Говядина, халяль. Так, еще что? Картофель. Беренге. Помимо этого, из главных ингредиентов лук, помидоры. Остальное посмотрим по ходу. Начинаем готовить орша иты вместе с Айвазом. Айваз. Итак, что мы первое, наверное, будем разрезать? Что здесь, наверное? Давай с картошки. Беренге. Ты мне будешь помогать? Я бы, конечно, просто смотрел бы, да, но придется. Так, это нож. Да, ножи заточены. Режем большими кусками. То есть не будем делать мелкие. Давай, я посмотрю, как режет картошку варский. Это нормально. По-арски, да. По-арски, по-мужски. Айваз, традиционный вопрос. Расскажи, пожалуйста, откуда появился на свет этот рецепт? Рецепт появился в Арске. На самом деле, это блюдо одно из блюд, которые я умею готовить, так как все-таки я не мастер, я не совсем хороший кулинар. У меня мама очень прекрасно готовит. Может быть, даже поэтому мне не приходится часто готовить. И этот рецепт как раз-таки мне показала мама, за что ей огромное спасибо. А что еще Айваз умеет готовить? Скажи мне, вот кроме этого блюда. Кроме этого блюда Айваз умеет готовить омлет. Если долго думать, значит, Айваз вообще не умеет готовить. Обычно так говорят. Ты раскусил меня.
Хорошо, что любит кушать Айваз? Давай такой вопрос зададим. Все, что готовит мама, в первую очередь, и все, что приготовлено вкусно. А все, что приготовлено вкусно, это то, что приготовила моя мама. Ну хорошо, сладкоежка ты или все-таки мясные блюда? Знаешь, в последнее время нет. Вот год, наверное, полтора я даже чай стараюсь пить без сахара. Мы будем, наверное, параллельно уже складывать в сковородку. Собирать наши блюда, Да. Как пазл, как конструктор. Я приготовил вот такой вот замечательный противень, на котором ничего не подгорает и на котором блюдо получается очень вкусным. Прекрасно. Масло. Да, масло. Угадываю этот рецепт. Попробуем. Побольше? Как в Арске льют масло? Побольше, поменьше? Арск район очень щедрый, поэтому ничего не жалеют. Но Мы я были в вижу, гостях этим летом, в Альметьевске с этим небольшие проблемы, поэтому побольше. Побольше? Побольше, Руслан. Не стесняйся. В Альметьевске с нефтью проблем нет, а с маслом иногда бывает. Так. Ну, раз мы заговорили о Арске, расскажи, пожалуйста, вот закончил, я знаю, ты там педагогическое училище Арское. Колледж. Прошу заметить, потому что в то колледж время, когда я старик уже звучит, поступал, согласен. уже переименовали в колледж. Ну, на самом деле, это же звучит, да. Ты закончил училище, я закончил колледж. Колледж. Арск Pedagogical College. Как идея пришла покорить Казань? Расскажи нам. После колледжа вопрос о том, что как я решил поступить в Арский педагогический колледж. А в принципе в Арске там, я думаю, больно-то выбора-то и нет, куда поступать. Нет, почему очень многие арские сразу едут, минуя наш знаменитый колледж, в Казань, уже воевать в Казань. Но у меня случилось следующее. Ты хочешь, чтобы я один готовил? Хитрый вас, заговорил меня. И в итоге? И в итоге я анализировал нашу эстраду, и так оказалось, что даже вот на сегодняшний день мои коллеги по цеху, многие артисты, мой коллега Абрих Абриев, все учились в Арском Булат колледже? Байрамов, у меня давно было желание уже стать радиоведущим, телеведущим, и поэтому я как-то вот анализируя их биографию, для себя решил, что Арский педагогический колледж – это мой пункт трамплина. Раяз Васихов у нас тоже имел честь там учиться. И поэтому я для себя решил или музыкальный факультет, или иностранный, на котором успешно, кстати, я потом проучился. Ты выбрал самый непопулярный язык, китайский? Китайский. Почему? Потому что я пошел сдавать документы на музыкальный факультет, и как только сдал документы, у меня произошла небольшая беседа с родителями. Давай мы как раз-таки начнем уже. Это тебе? Выкладывай Это тебе всего? надо? Нет, давай, я буду выкладывать, ты пока можешь порезать с этим мясом вот так вот. Бесед с родителями, они в конечном итоге меня переубедили поступить на иностранный, и чему я очень рад. Это мясо я предлагаю тоже перенести на доску. Нет, самое интересное, давай, расскажи нам про мясо, как мы режем и как вообще мы будем его готовить. Если ты сегодня заметил, мы режем все очень крупными частями, поэтому мясо будем тоже резать, не будем мельчить, будем резать крупно. Даже вот эта часть мне очень понравилась, можно вот. То есть такие небольшие стейки получаются? Небольшие стейки, да. И, кстати, мы будем отбивать немного позже. Давай, будем делать так. Я буду резать, ты будешь отбивать. Договорились. Ну, для отбивалочка. Отбивалочка есть у тебя специальная? У нас есть все. У меня есть небольшая хитрость для отбивки, которую тоже научила меня мама. Все это дело, я имею в виду мясо, можно положить в пакет, чтобы не было брызг, чтобы не было голливудских эффектов. Так, чтобы все было красиво. Ты можешь положить в пакет и уже в пакете отбивать. Все готовим по твоему рецепту. Так, все в пакетик. Я еще забыл упомянуть, что, обучаясь в Арском колледже, я параллельно еще начал выступать на местном радио. На местной радиостанции. Кстати, есть такое радио, Арша-радио. Арское радио, радиотелевидение, телерадиокомпания. И как только я окончил колледж, я параллельно уже устроился официально по трудовой в местное радио и подал документы на факультет журналистики Казанского федерального университета. Да. И на сегодняшний день я являюсь заочным студентом. Как переехал в Казань? Как тебя отпустили-то с Арша-радиоса? Вот как раз, когда я уже начал становиться звездой Арского района. Это звучит, кстати. Это звучит. Меня заметили. Так получилось, что Ильяс Газизов, тоже мой коллега,
работал на Арском радио, потом уже переехал в Казань. Он как-то пришел ко мне в гости, я его пригласил, как уже звезду Казанского радио. То есть ты специально уже пригласил? пригласил? Пригласил. С таким небольшим намеком уже во время эфира задавал вопрос, как у вас с коллективом. Не нужны ли дополнительные ведущие на радио? Молодые кадры. Ага. И через, наверное, неделю предложили кастинг. И уже с 2011 года я являюсь радио. Ведущим в Казани. А отличается вот работа на радио в Казани и в Арске? Да, в Сложнее, Казани, наверное, Казани кресло помягче. Руслан, мне кажется, уже достаточно. Я знаю, что у нефтяников аппетит большой. Большой. Но в этом плане, мне кажется, Так. enough. И прямо в пакете мы это начинаем отбивать. Прямо в пакете. Ну и вот так вот хаотично, думая о хорошем, Только о хорошем. мы готовим очень хорошее блюдо под названием Мясо по-арски. Дорогие друзья, мы продолжаем. Готовим мы сегодня арчайте. И вместе с нами сегодня шоумен Айваз Садыров. Это круто звучит, когда... Я обычно утром так себе говорю перед зеркалом, а со стороны это очень круто. Я, в принципе, могу каждое утро тебе это говорить. Номер тот же, звони. Так, смотри, отбил я наше мясо. В общем, ты успешно, Руслан, прошел курс молодого барабанщика, ударника. На самом деле, молодой барабанщик – это ты. Пока я распаковываю мясо, расскажи, пожалуйста, откуда у тебя такой талант? Талант. Играть на ударных. Это даже не талант, может быть, а привычка. С детства я всегда Я думаю, ты имею... скажешь шабашка. Шабашка бывает, да, по субботам. Имею привычку отбивать столы, всякие поверхности плоские. И уже в Арском колледже я как-то наткнулся на одну старую барабанную установку, нашел палочки барабанные и начал потихоньку заниматься. Меня заметил преподаватель. Кстати, очень правильно ложишь мясо. Ты этому где-то учился, мне кажется, да? В Арском педколледже? Ты приезжал к нам на мастер-класс. Помогай, кстати, пока рассказываешь. И вот эта привычка перешла, наверное, на хобби, которое до сегодняшнего дня я занимаюсь. Руслан заметил, наше мясо уже аккуратным образом сложилось, как, кстати, заметьте, как асфальт в нашей республике, да? Очень красиво так вот смотрится. Гладко, вот так вот. Я предлагаю добавить немного перца на нашей программе в прямом и переносном смысле, поэтому будь любезен, достань из своего маленького шкафа Черный перец? Черный перец. Немного. Так. Потому что, заметьте, если блюдо будет слишком острым, это дело рук. Руслан, все, Руслан. Так, Соль. Соль. Так. Ты почему сам без дела, ты сначала? Я вот одно не понимаю. Блюдо еще не Мне готово. очень нравится наблюдать. Да? Но в то же время я хочу уже взяться за лук. Отлично. Так вот, взяться и начать резать его кольцами. Поэтому, если у тебя есть желание, ты тоже можешь С удовольствием начать помогу. это дело. Айваз, продолжай хвалить тебя нашим зрителям. Кроме того, что ты один из лучших барабанщиков Арского района, Так. ты еще ведь сам пишешь стихотворения, занимаешься поэзией. Откуда в тебе такой талант? Опять же, это не талант, скорее всего, это привычка. Я не считаю себя в любой отрасли, помимо, может быть, ведения, талантливым, неталантливый ударник, неталантливый поэт. Просто это моя привычка и мое хобби. И еще помню, в классе в 3, наверное, я начал как-то слова ложить в рифму. Передразнивать учителя? Да, бывало. И вот потом долгое время я не писал стихи. И вот последний год, наверное, я снова начал этим делом заниматься. Частенько выкладываю свои творения в социальные сети, где уже получаю отзывы. У тебя есть уникальный случай прямо сейчас в нашей программе нашим зрителям прочитать свое любимое стихотворение. Острополитически. Күз әлләни куандырмый. Я яңгыр, я бик җилле, суык кышка әзер торыйк. $40, евро 50. Хотя курс уже изменился. У нас какой курс, кстати, сейчас? Курс у нас 1 евро мешок картошки. И я уже начну потихоньку ложить лук на блюдо. А никто не подходил тебе и говорит, можно я твое стихотворение спою? Мой товарищ, соратник, коллега по цеху Ильназ Гарипов, уже какой месяц. Был у нас, кстати, в отправляет гостях. мне по утрам, да, был он у тебя в гостях, отправляет смс-ки, Айваз, когда же стихотворение будет. Клево же будет. Ты вот как ведущий конкурса «Татар Жира» сам объявляешь, автор такой-то, Айваз Садыров.
Это очень... Как тебе? Я об этом как-то не задумывался, но... А ты когда-нибудь задумался, что ты будешь ведущим такого популярного международного конкурса, как татар-жира? Буду честным перед тобой. Я... Наконец-то он будет честным, друзья. Слушай внимательно. Уже пора. В амбициях это было. Когда я уже начинал карьеру ведущего, я, конечно же, знал об этом фестивале уже с первых годов. Поэтому... Ну, все мы выросли на этих фестивалях. Конечно. Тогда я еще даже не представлял, что не то, что веду, а то, что буду... Что билет можно достать. Билет можно достать на халяву. И когда уже начал заниматься непосредственным ведением, у меня такие амбиции были. И я потихоньку своими хрупкими шагами шел. Начал поджидать режиссеров этого конкурса около пирамиды. И кормить мясом по-арски. Как видишь, результат случился. Так, слой у нас, значит, картошечка, посолили, поперчили, мясо, лук и дальше. Лук давай. Лук, пусть все будет здесь. будем жалеть, да. Остались помидоры. Будем резать... Также кольцами. Давай-то кольцами. Ну, твое первое участие в конкурсе «Татар-жира» это был 2012 год, правильно я говорю? 2012. Какие эмоции были, с кем в дуэте вел? Расскажи, пожалуйста. Моей коллегой была экстравагантная, неповторимая. Кстати, тоже у тебя побывала в гостях Гульназ Сафарова. Мне было очень легко с ней работать, а вообще ощущение, это, конечно, волнение. Вот я даже не помню, вот если по эмоциям, я даже не помню, как это все случилось, как это все произошло. Первые, наверное, 15 минут был мандраж, я не ощущал. Мне не включили микрофон. Но потом как-то я нашел ту точку отрыва и понеслась. Так, помидорчики у нас очень даже красиво расположились. И последний слой. Посолить, да, соль очень чуть-чуть. Но соли недостаточно будет для поверхности, для полной. Нам нужен будет майонез и сметана. И, кстати, сосуд, похожий на твою прическу. Да. Мы делаем следующее. Если положить майонез и сметану в пропорциях 50 на 50, получится как раз-таки соус по-арски. Поэтому так, на известный заметку. арский майонез и сметану. Давай, каймак. Так, отлично. Айваз, вот совсем скоро, уже 20 декабря, все мы пойдем на конкурс «Татар-жира» в пирамиду. Ты можешь вот сейчас за 2-3 недели какие-то вот секреты уже раскрыть для зрителей? Что нас там ждет? Прошу заметить, что в этом году у нас все-таки 15 лет, юбилейный «Татар-жира», и поэтому сюрпризов и интересных моментов будет очень много. Что касается секретов, я, наверное, немного приоткрою занавес тайн. В этом году будет много уделено внимание световому шоу, видеоряду, танцам, постановка, хореография. И над этим уже довольно большое время, даже в это время, занимаются профессионалы. И концепция этого года кардинально отличается от предыдущих фестивалей, потому что 15 лет, юбилей. Первое отделение – это итог года, этого года уходящего. И второе отделение – итог уже последнего 15-летия. 15 песен этого года, 15 песен 15-летия. Все вместе 30 суперхитов. 30 суперхитов. Не пропустите, 20 декабря конкурс «Татар-жира». Сколько мы готовим это блюдо в духовке? В духовке я предлагаю, точнее моя мама предлагает, 45 минут продержать все это искусство. Далее мы достаем и мажем снова соусом. И уже нужно будет использовать сыр. Итак, бисмилля и тып, отправляем наше замечательное блюдо в духовочку на 45 минут. Прошу, welcome! Прошли у нас 45 минут. Готов у нас здесь сыр, натерли мы его на терочке. Здесь у нас соус еще остался. Да, с того раза и еще. До готовности блюда 15 минут, и мы сейчас его вынимаем. Осторожно, горячо. Пожалуйста, Руслан. Ай-яй-яй. Как не ты Осторожненько, справишься с этим. тук-то. Так, это обратно? Подожди. Закрываем. Ага. И теперь, ну как? Есть я бы вообще немного? прямо сейчас все скушал, Айваз. Нет, не будем пока портить всю картину. Так, сначала сыр или соус еще? Сначала соус. Тонким слоем, пожалуйста. По-французски начал говорить слоем. Слоем. Я вижу, Как что это из арского мяса получается французское, поэтому. Все, и давай сыр. Так, пожалуйста. Кому мы посвятим наше сегодняшнее блюдо? Посвящаю маме. Маме. Там не было, дай бог, чтобы было вкусно, как говорится. Обратно в духовочку. И через 15 минут мы будем пробовать блюдо под названием мясо по-арски. Парша ите.
Мясо по-арски – арщайте. Мясо нарезали поперек волокон, тонкими пластами отбили. Картофель, помидоры и репчатый лук нарезали кружочками. На противень, смазанный растительным маслом, слоями выложили картофель, мясо, лук, помидоры, приправляя каждый слой солью и перцем. Залили все заправкой из смеси майонеза и сметаны и отправили в духовку на 40-50 минут. За 15 минут до готовности противень достали, посыпали тертым сыром и отправили в духовку еще на 15 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда и делитесь своими кулинарными секретами. Айваз, Да, Руслан. надеюсь, и твое блюдо кто-то скачает из контакта и приготовит дома. Очень на это надеюсь, но до этого нам нужно будет самим скачать блюдо из духовки. Итак, скачиваем. С пылу, с жару. Что скажешь на первый взгляд? И сервировочку я уже успел сделать, поэтому твое дело. То есть в Арске это так все подается В всегда? Арске это всегда так, да. Пусть этот Симпатичный. да, симпатичный на первый взгляд кусок. Так. Ай, даже неохота делиться как-то. Придется, Руслан, придется. Так, все. Чуть-чуть. Этого достаточно. Мне можно побольше? Побольше. Так, давай. Опачки. Пожалуйста. Так, отлично. Ну что ж, Все готово, и перед тем, как наше блюдо остынет, я думаю, осталось его украсить очередным твоим стихотворение. стихотворением, совершенно верно. Стихотворение называется «Безответная любовь», «Жауапсыз мәхәббәт». Хисләремне алмадың син исәпкә дә, төкердең күңелемә лаш итеп. Минем каршыда бик түбән тәгәрәдең, тынычланырмын ахыры бары синнән китеп. Үткәннәрем синең белән генә бәйле иде, киләчәк өзелде, керделәр арага. Безнең бар да бетте. Хуш, бәхил бул, рубль. Зур өметләр баглап китәм еврога. Вкусная еда, на самом деле, не зависит от курса евро и доллара, поэтому бисмилля этеп мы пробуем блюдо под оригинальным названием «Арща ите». Ну что ж, Руслан, я сначала жду, пока ты скажешь. Пробуй сам, я ем. Так, я с мяса начал, ты с чего? Я все подряд. Айваз, ну что здесь можно сказать? Есть такое татарское слово, называется «классно». Классно. Это значит восхитительно. Поэтому Так. мне очень понравилось. Сочно, красиво. Хоть, конечно, оно и напоминает одно блюдо, которое называется мясо по-французски, но секрет мяса по-арски мне больше понравился, поэтому 5 баллов, молодец. Спасибо, Руслан. Оценил. И от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю тебе вот такой подарок. Торговая марка Кукмара представляет посуду линии «Традиция светлая». Это толстостенная, яркая, стильная и очень качественная посуда. Стойкое антипригарное покрытие на водной основе поможет вашему блюду приготовиться по высшему качеству. Айваз, тебе тоже большое спасибо за то, что пришел к нам в своем сложном графике, нашел пару часиков и угостил меня этим замечательным блюдом. Еще раз всему Арску привет, тебе большое спасибо и до новых встреч, Рахмет. Ну, тебя, в свою очередь, приглашаю тебя и наших телезрителей 20 декабря в КРК «Пирамида». Международный фестиваль, эстрадный фестиваль татарской песни «Татаржира». Юбилейный «Татаржира» на гала-концерт, поэтому добро пожаловать. Будет интересно. Смотрите нас каждую неделю. Это была программа «Секреты татарской кухни». Сау булак, дуслар. Пока. Поедим? Поедим. Не пропустите в следующей программе «Секреты кухни татарской и кухни творческой» раскрывает Алмаз Миргаязов. «Секреты татарской кухни» по воскресеньям в 12:30, повтор во вторник в 13 и в субботу в 9 утра. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.